Вот сейчас девушки. Чаще, помимо того, что детский фонд, я директор фонда «Сила добра», Татьяна Козлова, член общественной палаты. Помимо того, что мы занимаемся проблемой больных детей и лекарственное обеспечение, и очень большим пластом неразрешенных проблем, проблемных законодательств, которые связаны, очень часто в фонд обращаются взрослые люди. Почему вот здесь, на площадке уполномоченного по правам человека в Республике Коми поднимают вопрос? В этом году было закуплено огромное количество дженериков, это дешевые аналоги тех препаратов, которые были выписаны очень многим разным пациентам с разными диагнозами, и они не знают, как себя вести. Большая часть этих препаратов назначены по жизненным показаниям на федеральных базах, и замене они не подлежат. Да. Это прописано за подписью профессоров и людей, которые оказывают эту помощь на уровне Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому, если можно, если меня поддержите, давайте проведем большое заседание или круглый стол на эту тему, потому что есть люди, которым пересаживали почки, и в связи с переходом на дженерики есть вероятность того, что будет отторжение этих органов. Я не знаю, мне не хватает ресурсов, потому что я все-таки занимаюсь с детьми, как помочь этим детям. Я знаю, что если мы объединим усилия, то, наверное, каким-то образом мы сможем, и сенатор об этом говорил, что должно закупаться не то вещество, как это делается сейчас по 94-му ФЗ, а тот препарат по наименованию, который выписан и рекомендован в выписке пациента. Вот. И второй вопрос – это орфанные заболевания. То есть у нас есть закон об охране граждан, у нас есть 400, могу ошибиться сейчас, постановление правительства, в котором 24 нозологии указано, и есть механизм, по которому люди с редкими генетическими заболеваниями, их мало в республике, но они очень дорогие для нашего бюджета Минздрава, должны обеспечиваться. То есть до конца года все вот эти люди должны быть посчитаны, документы должны быть переданы, просто механизм сейчас описываю в Москву. Это до 1 декабря, до 25 декабря должна быть программа региональная послана в Москву, как собирается регион это все делать. Но самое главное, что на основании вот этой программы будет предложено возмещение части средств, которые необходимы для вот этих людей, для закупки лекарств. Поэтому этот вопрос тоже нужно очень-очень быстро прорабатывать, приглашать сюда Министерство здравоохранения. Опять же говорю, что мне моих ресурсов не хватает. Я по уши завязана с этими проблемами, взрослые люди идут, с исполкома «Единой России» отправляют всех абсолютно без разбора и говорят: идите в фонд «Сила добра», «Сила добра» вам поможет, скажите, что мы из «Единой России». Я устала, и мне не хватает сил, поэтому я очень прошу, давайте все вместе как-то решать, этих людей нельзя бросать, потому что заболевание 24 нозологий, оно приводит либо к тому, что люди становятся глубокими инвалидами, либо наступает летальный исход. Если существует замена, заместительная терапия, эти люди могут работать, пусть они там инвалиды первой группы, но они в сознании могут сами себя обслуживать. Это по-человечески, скажем так. Скажите, пожалуйста, в части первой, то, что дженериков касается, там, я насколько понимаю, все проблемы связаны с законодательством федеральным, да? То есть там, законодательство федеральное, но если вы... Нет, я имею в виду, что если это связано с федеральным законодательством, если это связано с федеральным законодательством, может быть, тогда нам, чтобы не тратить на это все время, а сразу подготовить предложение, посмотреть, как это лоббировать на том уровне, чтобы там не собирать... На уровне сенатора были внесены предложения в Москве, когда было заседание сенаторов, о том, что должны быть изменения в законе 94-м, и закупаться препараты должны быть не по названию. Понятно, не то, что должны, как бы знать. Вот. Мы, конечно, можем параллельно это готовить, но опять-таки же есть выписки, в котором написано, что препарат... Я просто